В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные события уходящего дня. В Якутии наблюдается сложная лесопожарная обстановка. Зафиксировано 58 пожаров. Дорожный ремонт на трассе НАМ завершается досрочно. Участок сдадут уже на следующей неделе. В Нерюнгринском районе на ремонт учреждений образования направлено порядка 700 миллионов рублей о ходе работ. Благотворительный фонд «Мы вместе» мирный активно поддерживает бойцов СВО. В Якутске стартовала лагерная смена «Путь Росомахи» о программе курса. В Якутии наблюдается сложная лесопожарная обстановка. Зафиксировано 58 пожаров, что является максимальным показателем за текущий сезон. Глава региона поручил активизировать использование самолета-зондировщика, направив его в северо-восточные районы, где наблюдается наиболее сложная ситуация и благоприятные условия для его работы. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует только в Верхоянском районе. Глава региона обратил внимание на, как говорится, на абсолютное внимание на складывающуюся ситуацию, на привлечение самолета-зондировщика, который был у нас в этом году минимально использован, поскольку зона большого тепла, оно заходит в северо-восточную зону республики, в частности, Колымской группы района. В Якутском речном порту прошло рабочее совещание по вопросам организации пассажирских перевозок на водном транспорте. Мероприятие собрало представителей ключевых ведомств и перевозчиков для решения актуальных вопросов безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание было уделено перевозкам по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Якутский транспортный прокурор Артем Ильин провел профилактическую работу с перевозчиками, разъяснив требования законодательства в сфере транспортной безопасности и защиты прав пассажиров. По итогам встречи все участники подтвердили готовность к конструктивному сотрудничеству. Всем перевозчикам разъяснены требования законодательства о транспортной безопасности, разъяснены необходимости обеспечения прав пассажиров, не разъяснены требования законодательства о недопустимости нарушений характера национальной розни, разъяснены требования о недопущении законодательства в сфере уголовной по плоскости и административного законодательства. Все участники совещания провели конструктивный диалог, всеми сделаны определенные выводы, и в настоящее время обеспечена работа с недопущением нарушений законодательства. При этом транспортная прокуратура стоит на особом контроле, законность, обеспечение законности на данных видах работ, и ситуация до настоящего времени контролируется. Дорожный ремонт на трассе НАМ завершится досрочно. Участок сдадут уже на следующей неделе. О том, на каких участках дорог республики запланированы ремонтные работы, а также какие новые методы используются в дорожном строительстве, расскажет Камила Михайлова. На региональной дороге НАМ с 34 по 39 километр ремонтные работы идут с весны. Этот отрезок трассы играет важную транспортную роль, соединяя Кобяйский и Намский районы со столицей республики Якутска. Изначально завершение проекта планировалось на следующий год. Работы ведутся в рамках строительно-дорожного сезона, и подрядчик значительно опережает график. Участок будет оснащен современным асфальтобетонным покрытием, соответствующим федеральным стандартам. Автодорожное строительство ведется по стандартам нового ГОСТа. Применяются современные технологии и новые методы укладки дорожного покрытия, что позволяет значительно улучшить качество работ и увеличить срок службы трассы. Зерновой состав и характеристики асфальта меняются, поэтому это очень сильно влияет на прочность и устойчивость дороги к износостойкости. Это помогает повысить качество и улучшить свойства бетона. По устройству дорожной одежды у нас используется метод холодной регенерации, то есть это добавление
основание с добавлением цемента перемешивается ресайклером. Метод холодной регенерации, так называемый. Данный участок автодороги является первым завершенным объектом по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В рамках этого проекта в Якутии планируется привести в нормативное состояние свыше 100 километров региональных и муниципальных дорог. Мы должны привести в нормативное состояние 139 километров автомобильных дорог. Из них 109 километров дорог по региональным автомобильным дорогам, 15 километров по улично-дорожной сети города Якутска, а также нововведением национального проекта в этом году является приведение в нормативное состояние улиц в малых городских агломерациях с населением свыше 20 тысяч человек. Помимо этого, в этом году в Якутии планируется перевести в нормативное состояние свыше 55 километров федеральных автомобильных дорог и более 400 погонных метров искусственных сооружений. Камила Михайлова, Нюргун Старостин, Намский улус. В Айхал доставлен новый теплый павильон для автобусной остановки. Это уже 4-я остановка, выполненная в едином дизайн-коде поселка. Место для установки, район Мирком, было выбрано жителями Айхала в марте этого года. Сейчас 5 рабочих занимаются распаковкой и сборкой конструкции. В павильоне будут установлены стеклопакеты, адаптированные к якутским морозам. Внутри разместят лавочки. На входе установят тепловые завесы с климат-контролем. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться зарядкой для телефона и электронным табло с информацией о движении транспорта. У Алданского железнодорожного вокзала появилась стелла ветеранам БАМа. Однако железная дорога в Якутии официально носит название Амуро-Якутская магистраль, сокращенно АЯМ. В чем парадокс? Разбирался Руслан Павлов. В канун Дня железнодорожника люди, связанные со строительством и эксплуатацией Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, уже примерили парадные кители и пиджаки. Повод более чем торжественный. На площади Алданского железнодорожного вокзала установили стеллу ветеранам БАМа. Почему именно им, а не аямовским строителям, рассказал инициатор проекта, ветеран БАМа и АЯМа Александр Дудников. Почему бамовцам? Ну, потому что, во-первых, БАМ – это главная железнодорожная стройка, это раз. Там формировались все традиции, технические наработки, приемы работы с вечной мерзлотой. И люди, которые получили эту закалку, они пришли с БАМа. Это бамовцы были в 1985 году. И они потом составили основу акционерной компании «Железные дороги Якутии». И у них никогда не возникало деления на бамовцев и аямовцев. Вот те, кто уже заново выступали, они с удовольствием получали это же звание бамовцев, потому что оно ко многому обязывает. А в постановлении Алданского городского совета четко написано: в честь увековечивания памяти первопроходцев БАМа и АЯМа. Действительно, именно строители Байкало-Амурской магистрали со своим опытом и традициями пошли дальше, на север, брать другой рубеж. Звучит по-военному, но в этом есть своя логика. Как вспоминают ветераны отрасли, механизированные колонны на стройке называли бронетанковыми. Мы, как работники мехколонны, нас называли сюда мехколонны, это бронетанковые войска БАМа. С нами вместе шли даже впереди подразделения строительно-монтажных поездов, мостоотряды. Память наших людей, она непоколебима и должна жить не только в сердцах, но и в монументах и памятниках, которые увековечивают имена героев труда для потомков. Ветераны уходят, но остаются их дела и поступки, достойные стихов и песен. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь ветеранов, которые все это смогли сделать, где мы сейчас стоим. И вот за нашей спиной груз везем, работаем для нужд Якутии, для нужд России. Жизнь продолжается, а вместе с ней движение вперед. Привокзальная площадь отныне будет называться Бамовской, а взоры железнодорожников уже устремлены в сторону Магадана. По твердому убеждению ветеранов БАМа и АЯМа, уложить золотое звено на этом пути должны строители железных дорог Якутии. Руслан Павлов, Алдан. Всего 669 случаев укусов населения клещами зафиксировали в 19 районах республики и Якутске. Из них 24 случая являются завозными из Амурской, Иркутской, Тульской, Запорожской и Новосибирской областей, Хабаровского, Приморского, Ставропольского, Забайкальского и Красноярского краев. Из общего числа укушенных серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином была проведена у 515 человек. 110 человек были ранее привиты против клещевого энцефалита.
В Якутии более 2500 жителям досрочно назначили страховую пенсию по старости. Северяне имеют право на досрочный выход на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, гражданин должен проработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях и иметь страховой стаж. Для женщин не менее 20 лет, для мужчин 25 лет. Кроме того, гражданину необходимо иметь определенную сумму пенсионных коэффициентов. В этом году это не менее 30. В России хотят расширить список видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования. Поручение дано по итогам июльской встречи с членами Совета Палаты Советов Федераций. Минтруд, Миноборнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования, говорится в сообщении Кабмина. Также Минфину и Минстрою поручено изучить предложение о создании условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях. В этом году в Нерюнгринском районе на ремонты учреждений образования направлены большие средства – порядка 700 миллионов рублей. Вместе с федеральными деньгами общая сумма составляет свыше миллиарда рублей. Учебные заведения значительно преобразятся снаружи. Вместе с тем на перспективу планируются соответствующие ремонты внутри зданий. Еженедельно глава района проводит осмотр хода строительных работ учреждений. В ходе инспекции выявляются моменты, связанные с отставанием. Не все подрядчики выдерживают взятые на себя обязательства. Поэтому есть риски, что не все школы будут готовы к 1 сентября в полном объеме. Мы надеемся, что до конца этого года мы все объемы, которые взяли на себя, мы выполним их и все объекты будут приведены в порядок. Но это говорит не о том, что работа останавливается. Работы еще очень много. У нас только 20 детских садов, 19 школ, и все школы большие, сады тоже большие. И работы кровлями, фундаментами, системой отопления завершаются. У нас очень большие работы предстоят по фасадам. Внутри школ уже мы видим очень серьезный износ, поэтому... Еще раз говорю, что вся работа по большому счету только начинается. В Якутии запущен цифровой помощник Саина – первый искусственный интеллект, чат-бот для автоматизации работы ЗАГСа. Новый сервис разработан для упрощения взаимодействия граждан с органами ЗАГС и уже доступен в Telegram. Чат-бот Саина позволяет пользователям оперативно получать информацию о необходимых документах, а также экономит время, снижая нагрузку на специалистов. Саина понимает естественный язык, анализирует контекст последних сообщений, формирует точные ответы и обладает расширяемой базой знаний. В перспективе планируется разработка административной панели для специалистов, расширение функционала, а также сбор статистики по типичным обращениям. Связанным с регистрацией. Все нюансы, конечно же, будут доступны, которые связаны с регистрацией брака, со всеми, ну, в общем, со всеми вопросами, которые возникают в ЗАГСе, они все через этого помощника можно будет определить. От обычных чат-ботов он будет отличаться тем, что он уже наполнен в полном объеме информации. Не нужно будет нажимать какие-то там кнопки, что-то выбирать, правильные ответы или неправильные ответы, а непосредственно он поймет и расшифрует любое обращение. По многочисленным просьбам жителей республиканское правительство включило Мирный ботанический сад и Айхальский арт-объект «Свадебная карета» в официальный перечень мест для торжественной регистрации брака. Теперь молодожены алмазной столицы смогут произнести заветное «да» в живописной атмосфере ботанического сада, среди деревьев, кустарников и фонтанов. Для регистрации брака в парке необходимо подать заявление в приемной главы города Мирный. В историческом зале Национальной библиотеки состоялась торжественная церемония передачи 14-го издания «Книги памяти». Историко-мемориальная работа вышла по инициативе Ассоциации российских дипломатов. Коллекция разделена на 2 подборки, где включены фотографии, карты, исторические данные о павших в боях, защищая европейские страны и Беларуси от фашистского нацизма. Поэтому огромный труд это увековечение героев, победителей во время Великой Отечественной войны. Уникальную коллекцию передали только в 4 библиотеках России, в том числе будет храниться в Национальной библиотеке Якутии. Каждая книга весит до 3,5 килограммов. Тираж очень ограничен. И
Соответственно, приложено много сил не только сотрудников Министерства иностранных дел, представительств МИДа. Естественно, для библиотеки республики эта книга может быть уникальной, и она может действительно быть очень интересна и для познания отдельных эпизодов Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд «Мы вместе мирный» активно поддерживает бойцов СВО. В этом году фонд отправил на фронт 8 автомобилей, и еще 2 находятся в процессе ремонта. Более подробно смотрите далее. С начала работы благотворительный фонд «Мы вместе» проявляет неустанную поддержку бойцов специальной военной операции, оказывая помощь как на фронте, так и в тылу. За этот период волонтеры фонда сплели более 6 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, которые уже отправлены на передовую для защиты наших военнослужащих. В данный момент мы работаем с летними цветами зелеными по заявкам, по индивидуальным заявкам бойцам, плетем индивидуальные размеры, цвета. Но уже готовимся к осени, заказываем осенние цвета спанбонда, ждем поступления и потихонечку переходим на осенние цвета, а также по заявкам бойцов. В швейном цеху фонда «Мастерицы» начали шить пончо по заказам военных, а также госпитальную одежду для раненых. Эти изделия помогают не только в обеспечении комфорта, но и в создании необходимых условий для восстановления здоровья бойцов. Это у нас плащ-палатка пончо. Его можно использовать как покрывало, его можно использовать как дождевик, его можно использовать как палатку, натягивая от флиса веревочками, можно как палатку использовать. Она очень универсальная палатка, бойцам она очень востребована. В планах волонтеров разработка и пошив антидроновых костюмов из умной ткани, что позволит повысить защиту военнослужащих от современных угроз. Еще у нас новое изделие, сидушки для бойцов, очень удобные, непромокаемые. Изготавливаем мы их из таких сеточек, набиваем. Ткань очень быстро сохнет, высыхают, очень удобно. Летом волонтеры переехали в новое, более просторное помещение, что значительно увеличило объемы работы и позволило привлечь больше желающих помочь. Если раньше у нас была маленькая фасовочка, то теперь это просторное помещение, где есть у нас полки, где нам удобно фасовать для ребят посылочки. С начала года фонд отправил на передовую 25 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Собираем сети у рыбаков, у каких-то хозяев, у кого что есть. Обычные рыболовные сети с различной ячеей, с мелкой, с более крупной. Снимаем с них оплетку, поплавки, грузила, все это с них снимается. Потом сети аккуратно сворачиваются, упаковываются, отправляются и далее бойцами используются в качестве антидроновых сетей. Благотворительный фонд «Мы вместе» продолжает свою работу, привлекая новых волонтеров и собирая средства для поддержки бойцов специальной военной операции. Каждый желающий вносит свой вклад, присоединившись к команде. Мы вместе! Победа будет за нами! Анна Васильева, Мирный. В Якутске прошло открытие выставки, посвященной Международному дню коренных народов мира. На экспозиции представлены эвенские, венкийские, юкагирские, долганские элементы одежды. Все экземпляры, представленные в Доме дружбы народов, являются воплощением многовековых традиций как минувших времен, так и современной поры. Параллельно с выставкой пройдет конкурс мастеров и умельцев, работы которых представлены в Доме дружбы народов. В течение недели состоится круглый стол на тему актуальных вопросов, мастер-классы по традиционному шитью и декорированию, а также праздник кочевья, который станет подведением итогов для участников. Это международный праздник, отмечается ежегодно. И этот праздник мы встречаем с концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации до 2036 года. И основной задачей концепции является это сохранение культуры коренных малочисленных народов.
Литературный музей имени Платона Аюнского, хранящий более 30 тысяч экспонатов с 1970 года, готовится к масштабному обновлению. В рамках мероприятия «Литературный музей. Перезагрузка» запущен архитектурный конкурс на разработку концепции развития музейного комплекса. Организаторы приглашают всех желающих поделиться своими идеями и предложениями по развитию музея. Мысли и пожелания жителей станут ценным вкладом в работу и помогут открыть новые горизонты для музея. В рамках мероприятия прошла насыщенная программа. Сегодня очень много гостей у нас. Здесь не только представители культуры, здесь представители бизнеса, здесь представители, значит, официальной власти. Здесь еще сосредоточены, значит, молодежные объединения и так называемые серебряные волонтеры. То есть в конце данного мероприятия мы хотим получить те самые идеи, возможно, уже готовые проекты, которые нам помогут действительно перезагрузить наш музей. 5 современных якутских фильмов представлены на суд французской публики в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. Ретроспектива, организованная при участии Ассоциации якутских кинематографистов Якутии и компании «Сахафильм», продлится до 26 августа. В программе представлены спортивная драма Михаила Лукачевского «Триумф», драма Алексея Амбросьева-младшего «Спидстар» и комедийная драма Степана Бурнашова и Дмитрия Давыдова «Ит». Якутская команда приступила к подготовке к всероссийскому турниру «Путь воина», который соберет сильнейших курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» со всей страны. В сборную вошли 12 участников, прошедших первый этап обучения по программе «Время юных героев». На данный момент команда активно готовится к отборочным соревнованиям. Следующий этап подготовки запланирован с 4 по 15 августа на базе детского лагеря «Энергетик», где спортсмены отработают основные упражнения отборочного тура. Затем с 16 по 28 августа команда вылетит в Волгоградскую область для прохождения заключительного этапа подготовки. В Якутске стартовала лагерная смена «Путь Росомахи». С 31 июля по 6 августа 140 подростков в возрасте от 12 до 17 лет проходят 7-дневный курс выживания и патриотического воспитания. Подробнее далее. На базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» проходит яркая программа смены, организованная при поддержке окружной администрации и силовых ведомств республики. В этом сезоне детей обучат важным навыкам, необходимым в экстремальных условиях. Такое название, оно всегда вызывает интерес. Почему так? Мы говорим о том, что росомаха – это наш такой северный сибирский зверь, который выживает в очень сложных условиях. И, скажем так, для него нет никаких препятствий. Поэтому наши ребята за 7 дней должны трансформироваться вот в таких росомах. Была демонстрация полетов на самых настоящих дронах, мастер-класс по сборке оружия и первая помощь пострадавшим в случае экстренной ситуации. Мы представляем группу быстрого реагирования службы спасения, а также сотрудники центра ГИМС. Показываем, какие способы реанимации человека при утоплении и также индивидуальные средства защиты в лодочном судне. И также как эвакуировать пострадавшего из зоны последствий чрезвычайных. Путь Росомахи является полным погружением в армейскую атмосферу. Здесь все по-настоящему. Строгий распорядок дня и полевые условия. Но ребята не жалуются, и уже с первого дня им всем очень сильно понравился лагерь. Нравится здесь лагерь? Да! Вчера ребята заехали рано утром, успели ознакомиться со своими вожатыми. У нас в первый день проходила убойная лига. Это игра по станциям. Всего было 4 станции, где ребята проявили себя как сплоченная, как самая ловкая, как самая креативная команда. И вечером у нас состоялся творческий конкурс визиток. Смена «Путь Росомахи» продлится до 6 августа. Организаторы уверены, что за это время ребята не только приобретут ценные навыки, но и получат незабываемые впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь. Степан Черненко, Стас Потапов, Якутск.
Якутская серге установлена на 7-м чемпионате мира по масс-рестлингу в Монголии. В соревнованиях принимает участие 195 атлетов из 33 стран мира, включая команду из Якутии. В преддверии чемпионата состоялась торжественная церемония установки якутского серге, символа гостеприимства и благополучия народа Саха, у входа в Ара-комплекс, где проходят состязания. Архангай-Аймак расположен в 500 километрах от столицы Монголии. Организаторами чемпионата выступает Международная федерация масс-рестлинга, Федерация масс-рестлинга Монголии и местные власти. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.